Кто такие монахи и зачем они уходят в монастырь? Кто изобрел ноты и открыл генетику? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Монастырь. Услышав это слово, многие представляют себе темные кельи и сурового монаха, вечно пребывающего в молитве и отрешенного от всех земных благ. Может, это так и было, но в глубокой древности. Сегодня же жизнь в монастыре заметно отличается от той, какой она была в давние времена. Современное монашество на сегодняшний день оно является очень сложным и тернистым путем, потому что приходится встречаться и сталкиваться с непониманием, с каким-то, я бы сказал, ротозейством. Ах, что это такое? Вот. Некоторые люди думают, что это какое-то мракобесие или средневековье. Но, опять же, благодаря тому, что 70-летний период, который был, он наложил свой отпечаток. Например, если в тех странах, где не было такого потрясения, я бы сказал, как Греция, как Кипр, как другие, как Сербия, как другие православные страны, то наоборот монашество и появление монаха в городе или там еще где-то является чем-то неотъемлемым, и наоборот люди стараются подойти под благословение, получить какое-то наставление. То у нас, я думаю, со временем, может быть, не через 1 десяток лет, мы тоже это преодолеем, и случится так, что прежде всего люди будут искать в монастыре духовное утешение, прежде всего ответы на свои вопросы. Кроме ежедневной молитвы, монастыри активно занимаются просветительской и социальной работой, строят храмы и кельи, занимаются рукоделием. Кроме того, многие из них ведут натуральное хозяйство. В монастыре жизнь проходит как в одной большой семье. Каждый выполняет свою работу добросовестно. Потребности у монахов очень скромные, поэтому не требуется столько времени и сил на обеспечение себя всем необходимым, сколько тратится на это у мирян. Благодаря этому монахи имеют больше свободного времени на молитву, участие в богослужении и размышления о своей духовной жизни. Монашеская жизнь – это особая жизнь. У нас свой уклад, свое устроение, своя молитва, свой труд. И, поверьте, нелегкий труд. К нам идут с проблемами, к нам идут с горем, к нам приходят и с радостью. И я считаю, что мы должны каждого встретить, обогреть, потому что мы выполняем, как и священники, тоже определенную задачу. Это помочь ближним, это любовь к ближним. Духовная жизнь в монастыре, она происходит особым таким порядком. И монастырь, он отличается от прихода тем, что здесь свой устав, свой уклад жизни, свое отношение. И прихожане, которые ходят в монастырь, они очень получают то, что, наверное, нельзя получить больше нигде. Потому что вот вид монахинь и сама молитвенность, она накладывает особый отпечаток на душу каждого человека. Христианское монашество появилось в III веке от Рождества Христова. Первый христианский монах, святой Антоний Великий, жил один вдали от людей и лишь иногда приходил в село или город для того, чтобы поменять сплетенные им корзины на муку. Также хорошо известный святитель Василий Великий, автор правил для монастырей, и Пахомий Великий, автор первого монашеского общежительного устава. Монахи – это те же христиане, те же верующие люди, но только освободившие себя от лишней суеты, от такой многозаботливости, посвятившие именно свою жизнь служению Богу, людям и подготовке к вечности. И сами уже своей такой жизнью они являются такими маяками, ориентирами для других людей. Так чем же мы обязаны монахам? Крупнейшие университеты Европы – Болонья, Сорбонна, Оксфорд и даже Парижская академия наук были основаны монахами. А крестными отцами первого российского вуза Славянско-греко-латинской академии были тоже монахи – братья Лихуды.
Монахами создавались целые письменные языки, без которых невозможно себе представить современный мир. Так, в начале V века монах Месроп Маштот создал современный армянский алфавит, а в IX столетии братья-монахи Кирилл и Мефодий создали алфавит для славян. Основоположниками этнографии тоже были монахи-миссионеры, направляемые церковью в далекие земли для проповеди христианства. В XI веке именно монах изобрел способ современной музыкальной нотации. Его звали Гвидо Аретинский. Он же ввел в практику звукоряд, состоящий из 6 нот. Их обозначения были заимствованы из начальных слогов первых 6 строк латинского гимна святому Иоанну Крестителю, покровителю певцов. А в XVI столетии ввели еще и 7-ю ноту «си», сокращенно «Святой Иоанн». В середине XIII века хранитель библиотеки монастыря монах Джордано де Риальто изобрел очки, а вилку, как столовый прибор, изобрели православные византийские монахи. Обширная хозяйственная деятельность монастырей стала причиной изобретения в конце XV века бухгалтерского учета с двойной записью финансовых операций – активом и пассивом. В начале XVI века флорентийский монах и художник Фра Бартоломео придумал манекены, заказав их из дерева. Известно, что виноградное вино используется для совершения таинства Евхаристии. Сегодня его покупают в магазинах, а средневековые монастыри делали их сами. Монахи смешивали разные сорта вин, чтобы получить лучшее. Именно так монах Пьер Периньон в конце XVII века неожиданно изобрел шампанское. В конце X века монах Герберт де Орилла создал первые в мире башенные механические часы. Позже монах Афонского монастыря Лазарь Сербин изобрел и установил в Москве на Великокняжеском дворе башенные часы с боем. Основателем книгопечатания на Руси был монах Иван Федоров, который издал в 1564 году первую русскую печатную книгу «Апостол». Кстати, Федоров также известен и как пушечный мастер. Он изобрел многоствольную мортиру. Молитвенное уединение и покой австрийского монаха Грегора Менделя способствовали созданию науки генетики. В середине XVI столетия началось небывалое освоение соловков, строительство каменных дорог, каналов, мельниц, водопроводов, каменных пристань, оранжереи и электростанции. Но изобретения соловецких монахов никогда не были для них самоцелью. Они лишь экономили время для духовной жизни и молитвы. И это еще не полный список изобретений и учений монахов. Ведь не секрет, что раньше, когда девушку выдавали замуж, вот казалось бы, да, монастырь – это где, наоборот, отрекаются от всего земного, от всего мирского, то эта девушка, она пребывала до замужества какое-то время в монастыре, скажем, какой-то год, где она училась готовить, вышивать, ухаживать за больными, потому что каждый монастырь, крупный более или менее, он имел дом престарелых, где содержали такие дом бедности, где были люди, за которыми нужно было ухаживать. И с точки зрения христианства это полностью является совместимым. И эти люди там учились, и потом, когда уже эта девушка выходила из монастыря, то она уже умела все практически делать, и она была приспособлена для того, чтобы создавать семью, для того, чтобы растить детей, для того, чтобы быть, скажем, подготовленной женою. И это очень было важно. И вот как раз-таки монастыри, они несли в себе такую функцию. У простого человека, мирянина, часто не хватает времени, чтобы остановиться и подумать, а что у него творится в душе. На свои грехи многие люди не обращают внимания, ведь куда важнее, кажется, найти работу получше, одеться понаряднее и купить машину помощнее. А уж потом, если время останется, и о душе подумать можно. Можно посоветовать жить по совести и по заповедям Божьим. Потому что совесть нам всегда подсказывает, обличает нас, когда мы делаем какие-то неправильные поступки. Просто единственное, что мы иногда заглушаем ее тем, что все так делают. Поэтому пытаемся не слушать свою совесть очень часто. Вот, забиваем ее, можно сказать, такими стереотипами. Бери от жизни все, ты наслаждайся, жизнь короткая. Действительно, жизнь короткая, поэтому нужно успеть именно сделать то, что мы должны сделать, подготовить себя к вечности. А вечность, она ждет всех. Встреча с Богом тоже она ждет всех. Единственное, для кого-то она будет желанной, радостной, кто-то подготовится, а для кого-то она будет действительно страшной. Лучше готовиться к этой встрече.
Многие недоумевают по поводу того, что молодые здоровые парни или девушки, у которых вся жизнь еще впереди, уходят в монастырь. Считается, что в монастырь чаще всего уходят от большого горя. В обществе прочно утвердилось представление еще с советских времен, что монастырь – это конец всей жизни. Я знаком со многими монахами и монахинями, у которых в жизни все сложилось, которые были профессорами, которые имели очень высокую степень образования, которые имели хороший достаток, всевозможные другие радости жизни. Но душа, она сама человеку подсказывает то, что она хочет. И в конечном итоге, конечно, путь монашеской жизни, он не для всех. И если человек придет в монастырь только потому, что у него в жизни что-то не сложилось и станет монахом, то поверьте, что это будет плохой монах. Потому что, скажем, иногда Господь своими путями, ему только ведомыми, приводит человека. Конечно, скорби, они являются неотъемлемой частью нашей жизни, потому что хоть как и у праведного человека, как и у грешного человека, потому что без скорбей мы жить не можем, потому что жизнь, она несовершенна, и человек не является совершенным. Но здесь Господь особым образом приводит человека, и не всегда вот это вот мнение о том, что человек, который пошел в монастырь, значит, он там никому не нужен или что-то у него не состоялось, это совершенно грубейшая и духовная такая ошибка, которую человек может себе только представить. Вот это не так. Стремление к совершенству – именно это приводит людей в монастырь, а вовсе не разочарование в жизни и неудачи, как считают многие. В монастырь приходят самые разные – и по возрасту, и по социальному положению люди. И в большинстве своем они энергичны и решительны. Ведь для того, чтобы избрать монашеский образ жизни, необходимы в первую очередь именно решительность и мужество. Монах – это один. Это отречение от мира, это отречение от своей воли, это послушание, молитва. И со стороны может казаться, что это очень легко. Красивая одежда, красивое пение. Но если углубиться в жизнь монаха, то это труд, труд, еще раз труд. Труд – это работа над собой, работа со своими грехами, со своими страстями и послушание Господу. Согласно христианскому учению, только одно в человеке имеет ценность – это его душа, в сравнении с которой весь мир ничего не стоит. Монах – это особый вид покаяния, когда человек отрекается прежде всего не только от мира, но он прежде всего отрекается от самого себя. И для монаха, прежде всего, самое главное – это исполнение воли Божией, это следование по евангельским заповедям. И хоть Иисус Христос, Он не говорил прямо о монашестве и не основывал никакого монашества. Монах – это значит один, да? Но Господь говорил, что блажен тот человек, кто всем сердцем и всем душою будет следовать за Ним. Когда мы начинаем знакомиться с церковной жизнью, и возникает у нас очень много вопросов, и мы порой даже не знаем при входе в церковь, как обращаться нам к тому или другому священнослужителю. Вот подскажите, пожалуйста. Духовные чины у нас есть разные. Есть диаконский чин, священнический чин и архиерейский чин. К диканам и священникам при встрече люди обращаются обычно. Либо говорят «батюшка», либо представляют к имени слово «отец». То есть, если батюшку зовут Иоанн, то обращается к нему «отец Иоанн». Есть архиерейский чин. К архиереям обращаются со словом «владыко». Ну, диаконский чин – это дикана, протодикана. Священнический, если белые священства, то есть имеется в виду не монахи, то это иереи, протоиереи. Если монашествующие, то иеромонахи, игумены, архимандриты. Архиерейские чины – епископы, архиепископы, митрополиты и самый главный архиерей у нас в нашей церкви, любой православной церкви – это патриарх.
Если мы письменно обращаемся к священнослужителю, то необходимо писать официальное наименование его сана, то есть, например, как иерей, протоиерей, игумен, архимандрит и так далее. По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона с 20 по 25 июня в городе Уфе в комплексе ВДНХ «Экспо» по улице Менделеева, 158, пройдет православная выставка-ярмарка «Табынская», посвященная празднованию явления иконы Табынской Божьей Матери и тысячелетию присутствия русского монашества на Святой горе Афон. В ярмарке будут участвовать представители храмов и монастырей Греции, Грузии, Осетии, Израиля, Украины и России. На выставку прибудет десница с частицей мощей Спиридона Тримифунтского. Программа предложит выступления исполнителей духовной музыки и беседы со священнослужителями. В продаже будет представлен широкий ассортимент православной литературы, церковной утвари и ювелирных изделий. С выставки будут организованы поездки в Красноусольск к месту явления иконы Табынской Божьей Матери. А время работы выставки с 10 до 20 часов. Сегодня мне подарили иконы, и я хотела бы вам спросить, как правильно поставить и расположить иконы в доме? Где? Чтобы они внесли в дом мир, любовь и благодать и охраняли всех живущих в доме. Вообще, по идее, икону мы вешаем в место, которое, в доме, которое направлено на восток. Потому что Святая Церковь, она так расположена, что алтарь направлен на восток. Да? Вот. И если в доме, например, нет такой возможности, то некоторые, например, делают такие специальные уголочки, ставят. Некоторые вешают иконы над кроватями, потому что когда человек ложится спать и просыпается, то, вставший с кровати, он накладывает на себя крестное знамение и молится Богу. Если он ложится спать, просит, чтобы Господь сохранил его в его грядущем сне. А если человек уже просыпается, то просит у Бога помощи в его трудах, которые ожидают его днем. Можно, значит, в спаленке икону поставить. Можно, но, конечно, если видишь икону, которая, например, стоит на телевизоре или, например, находится над компьютером, то это какое-то, знаете, я бы даже сказал, кощунство, что ли, своего рода, потому что всякие показывают, всякие там и образы, и всякие и непристойности. Здесь же иконы, здесь же и телевизор, здесь же и компьютер, здесь же там, или, например, если икона висит низко, например, доступ до нее каких-то домашних животных, там, тех же самых, тоже недопустимо. То есть, лучше таким образом я бы посоветовал так. Нужно пригласить в дом священника для того, чтобы осветить квартиру. Если квартира уже была освящена, то можно все равно пригласить священника для того, чтобы священник, во-первых, духовно побеседовал и определил бы место, где можно повесить святую икону. То есть так будет более правильно, так будет более проще. И тем же самым для человека все-таки уже общение со священнослужителем тоже будет нести какой-то в себе отпечаток. Вот. Такого полезного и нужного. То есть так, что не стесняйтесь, зовите, батюшки всегда готовы прийти на помощь. Сегодня православный народ отмечает День Святой Троицы, один из главных христианских праздников. Отмечается он в день ветхозаветного праздника Пятидесятницы, который приходился на 50-й день после Пасхи. Это один из 12 великих праздников, в которых мы прославляем живоначальную и нераздельную Троицу, единосущную. Господь явился, в Священном Писании есть как раз моменты, которые описывают это событие, явился в лице Святой Троицы. Этот день особенный, мы вспоминаем события евангельские, когда на учеников, на апостолов Господа Иисуса Христа, на ближайших учеников сошла благодать Святаго Духа. По традиции в Троицу храмы украшаются цветами и зелеными ветками, символизирующими вечную жизнь, процветание и духовное обновление. Цветы давайте поставим вот сюда, Божьей Матери. Веточки здесь украсим икону сверху. Так, аккуратненько. Так.
Так. Воскресенье праздник, Троица. Все православные христиане готовятся к этому святому празднику. Цвет весны, зелени. А сюда поставим красные цветы. К Вере, Надежде, Луке. Да, Вера, Надежда. И мать их, София. К Троице надо все украсить. Давайте веточки, я сам помогу. Так, и с другой стороны тоже. Так вот весь храм мы к празднику украсим. На пол траву застелим. И Святая Троица помилуй нас. Аминь. Вот эта традиция восходит к тому, нас приводит к почитанию Святой Живоначальной Троицы, которая есть животворящая сила, то есть начало жизни, настоящей духовной жизни. Как раз и вот эта традиция почитается в церкви. У церкви тоже есть свой день рождения. Отмечается он в Пятидесятницу, в день Святой Троицы. Когда Христос вознесся на небеса, Он попросил апостолам не разлучаться, оставаться в Иерусалиме и ожидать сошествия Святого Духа. Именно в праздник Пятидесятницы произошло это великое событие, когда в виде огненных языков на учеников Христовых, апостолов и пречистую Деву Марию снизошла благодать Духа Святого. Именно с этого момента, считается, родилась первая христианская церковь, первая христианская община. Именно с этого великого события и апостолы вышли на проповедь в языческий мир и стали проповедовать о Иисусе Христе, о спасении, о том, что Бог пришел на землю, чтобы спасти всех людей. И с этого момента вера христианская стала распространяться по всему миру. И в наше время христианская православная церковь все та же и своими корнями уходит в ту же Сионскую горницу, когда благодать Духа Святаго снизошла на апостолов. И та же благодать Божия также пребывает и сейчас, и в наше время. И все верующие христиане могут приобщиться к благодати Духа Святаго, приходя в церковь, совершая молитвы, участвуя в святых таинствах. Огонь есть сила, сила любви, сила жизни, сила творения, сила, которая создает жизнь всему миру. Свет, который может видеть человек, может ощущать и переживать в своем сердце. Этот свет – особый дар. Дар тройственной любви, любви Святой Троицы, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Бог Отец творит мир. Бог Сын искупает людей от порабощения дьявола. Бог Дух Святой освящает мир и проповедь веры. На следующий день, после Дня Святой Троицы, Церковь отмечает День Святаго Духа. В этот день уже неоднократно в нашем городе, более 10 лет по благословению Владыки, совершается крестный ход. Он выходит от нашего храма и идет вокруг нашего города в течение 5 дней. На любом отрезке, то есть на любом этапе можно присоединиться к крестному ходу. Если нет сил весь крестный ход пройти, то можно вернуться домой, будет соответствующий транспорт для этого. В понедельник в 10 часов примерно утра от нашего храма этот крестный ход пойдет. А всех, дорогие братья и сестры, поздравляем с этим великим праздником, Днем Животворящей Нераздельной Троицы. Желаю, чтобы благодать Духа Святаго, любовь Отца Небесного на нас, на всех пребывала. И это было источником той любви, которую мы сами тоже имеем по отношению к Богу и по отношению к каждому человеку.